Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Валерий Николаевич Пальчиков, подъясаул, председатель Совета старейшин Саранского городского казачьего общества Свято-Предсеченское Волжского войскового казачьего общества и член Совета старейшин самого Волжского войскового казачьего общества и других подразделений. Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, когда вы впервые заинтересовались темой, вот этой страшной темой политических репрессий в нашей стране? Это было очень давно. Если учесть, что мне сейчас 67 лет, то тогда мне было, наверное, лет 14-13. Мы с друзьями, кстати, живущими сейчас, проводили лето на дачах, тогда это было очень модно, тогда это было очень актуально. И дачи были, по-моему, если я не ошибаюсь, 40 лет ВЧК. Да. И в то время же многие отдыхали на дачах. И рыбаки далеко не ездили, а вот ловили рыбу на прудах. Ну и мы то же самое занимались рыбалкой на этих прудах. И на одном из этих прудов увидели человека, весьма такого своеобразного вида. Он сидел в плаще всегда, такой как кожушок плащ, большие очки консервы. И самое интересное, все были стальные зубы. С ним никто не общался. А сколько ему лет было примерно? Ему уже было тогда, наверное, под 60 точно было. С ним практически никто не общался, и как-то его за глаза звали расстрельщиком. В то время для меня это было, в общем-то, не актуально, и я даже не знал, что молодой человек, пацан. И мы как-то с ним подружились. То крючки он нам иногда давал. И однажды пошли, он нас позвал нарезать ореховых удилищ. И мы пошли вот по этому глубокому оврагу, где впоследствии нашли место, где были политически репрессированные, захоронены. И примерно в этом же месте, где-то там поблизости, он вдруг остановился и сказал: им надо бы вообще-то поставить хоть крест. И меня это очень заинтересовало. Подумал, кому, чего. Ну, по прошедшему времени, где-то в 18 лет, я узнал, что я из старого казачьего рода, терских казаков, когда мне моя тетка покойная приехала и сказала, что ты должен помнить, что ты из рода, старого рода казаков, который был очень сильно пострадал во время репрессий, и тебя, и твой род, ты последний мужчина в нашем роде, и тебя помнят в роде Кавказа. Ну, впоследствии я там тоже был, и действительно помнит мой род. Вот с тех пор я начал как бы интересоваться этой темой. Мне попалось... А до этого времени она вас берегла, не говоря об этом, ну, что вы не проговорились. Да, да, вы знаете, что тогда, если ты узнавали, кто ты из казаков, если ты говорил или писал, то тебе закрыт путь везде будет. И в учебное заведение, и на хорошую работу и прочее. Казаки всегда считались как бы людьми, которые хранят древние традиции, хранят веру Отечеству и царя. И поэтому они нежелательны были как публичные. Признавать публично казаков в то время было нежелательно. Я считаю, вот такая позиция была у государства. Это говорит о том, что советский интернационализм, вот она, правда, так называемого советского интернационализма. Извините, продолжайте. Об интернационализме это совсем разные вещи. Интернационализм это дружба народов. А это национальное это гонение. Сословие. Это совершенно разные вещи. Это, поскольку у нас были упразднены сословия после революции, значит, и сословие не должно такого быть. Вот. Значит, и тогда я начал интересоваться этим вопросом, тем более мне попалась первая книга, которая мне попалась, выпущенная в 61 и 62 году. К сожалению, этих книг сейчас нет, я не знаю по каким причинам. Она называлась «Маршал Тухачевский».
не помню автор, но там было очень интересно описано жизнь его, и вот как раз репрессии были описаны вот эти. С тех пор я как-то начал этим вопросом очень сильно интересоваться, собирать сведения везде, а как же это все происходило и почему. И для меня открылось, ну, как бы можно сказать, исторический, большой исторический пласт нашей советской действительности, который когда-то умалчивался, очень умалчивался. Поскольку в те времена, особенно кровавые времена 1937 года было, 1938 было уничтожено большое количество выдающихся людей, которые могли послужить Родине. Причем были уничтожены незаконно. Но здесь нужно еще вопрос один поднять. Если уж мы говорим об этих репрессиях, то нужно вопрос поднять другой. Ведь если правду говорить, что существовала и пятая колонна в России, в Советском Союзе. Существовала. Были всевозможные и заговоры, были всевозможные высказывания, и было достаточное количество людей, которые не желали преклоняться перед советской властью, перед властью рабочих крестьян, как тогда называлось. Вот это и послужило толчком, первым толчком для того, чтобы произошли вот эти репрессии. А уж под этими репрессиями погибали одни из самых лучших людей. В буквальном смысле, вот вчера я посмотрел передачу о маршале Тухачевском по программе «Звезда». Действительно, много было там вопросов по этому делу, много можно рассуждать, но факт однозначный, что этот человек в первую очередь двигал нашу армию на передовые позиции. Именно так. И Сталин в 1935 году это признал, когда его возвратил из ссылки в Ленинградский с Ленинградского военного округа и доверил ему перевооружение армии. Другое дело, что там были подводные камни, о которых нам совершенно сейчас до сих пор умалчивают, и до сих пор это все делается под грифом секрета. Но, тем не менее, из 5 маршалов 3 маршала Советского Союза были уничтожены. Самые передовые маршалы. Будем так говорить. Вот, наследие Тухачевского такое. Воздушно-десантные войска. Я считаю, не генерал армии Маргелов, который говорят папа и родитель. Нет. Тухачевский был родитель, который первый применил везде это. Дальше. Танковые клинья, который применил в первую очередь, теорию разработал танковых клиньев или танковых ударов. Не напрасно до сих пор в Академии имени Фрунзе изучает его некоторые теоретические выводы о грядущей современной войне. И действительно, война показала, что во многом эти маршалы, эти люди, которые составляли элиту нашей Красной Армии, были правы. Другое дело, что под этот замес попадали все. Попадали все. А потом и тех, кто совершал репрессии, тоже были уничтожены. Их было 3 волны. Очень сильно. Конечно, если вы интересуетесь казачеством, вопрос казачества, да, в первую очередь пострадало казачество. 1918 год. Расказачивание. А что такое расказачивание? Никто никогда не задается вопросом, что такое расказачивание. Просто расказачивание, все уничтожалось. А расказачивание – это указ Троцкого-Бронштейна о расказачивании, который содержал всего лишь 3 пункта. Первый – изъятие оружия у казаков, которые служили Родине, которые служили России, которые всегда были на страже Отечества, границ Отечества.
Если ты не сдаешь, немедленно подвергаешься репрессиям, уничтожается вся семья. Второе. Изъятие всех средств передвижения, то есть всех лошадей, а казак без лошади, и вообще крестьянское хозяйство без лошади, ничего. И третье. Изъятие всех продовольственных запасов. То есть фактически Бронштейн и Сверлов обрекали казачество на вымирание. Особенно эти вопросы или расказачивание коснулось терского казачества, кубанского казачества, черноморского казачества. Вот. Если Донское еще оно более-менее раскололось, потому что там было зрело уже недовольство низов. Казак жил землей. А расслоение произошло Донского казачества очень сильное, так же как и расслоение Амурского, Даурского казачества, Семиреченского казачества, казачества Оренбургского. Земли не хватало, и поэтому произошло расслоение на беднейшие классы, тех, которые владели всем. Вот на этом и была сыграна политика Бронштейна, Сверлова и прочих людей заграничных, присланных в вагонах. Они сыграли на этом. Поэтому в первую очередь коснулось терского казачества, как наиболее передового, как наиболее мобилизованного или организованного, стоящего на защите рубежей, потому что они защищали от горских набегов, горских племен. Ведь чем горцы, какой они вели горцы образ жизни? В первую очередь это был владельцы. Продавали на невольничьих рынках наших славянских рабов. Почему Ермолов туда пришел? Тоже нельзя забывать и умалчивать. Потому что набеги до такой степени вот этих горских племен были опустошительные, что Россия должна была применить какие-то меры. И она применила вот в отношении этих племен, послала генерала Ермолова с его войсками. Ну, естественно, к нему примкнули терские казаки, не только примкнули, а в первых рядах и кубанские. Поэтому, когда совершилась революция, острие удара в первую очередь было направлено вот на эти терское казачество, на кубанское казачество, которое пострадало очень-очень. Только за один год, по архивным данным, больше 100 тысяч казаков терских было уничтожено. Семьями. И кубанских. Больше 100 тысяч. Это же страшная цифра, о которой никогда нельзя забывать. Вот чем оборачивается политика и диктатура одного человека или одной партии. А вы рассказали про одну волну или про все три? Нет, я рассказал только про одну волну. Их существовало несколько, этих вот периодов репрессий. 37-й, 36-й, 37-й год был тоже для казачества. И, вернее, 24-25 еще был, когда всех офицеров, всех более-менее зажиточных, всех казаков заставляли сдавать все, заставляли вступать в колхозы, мобилизовывали и так далее. Но самое страшное, конечно, было период Великой Отечественной войны, период гражданской войны, когда не щадили никого, у них просто уничтожали. Ну, а впоследствии, когда я уже вырос, эти источники, начал интересоваться, у меня всегда возникала мысль, что пострадали не только мы, но и пострадали те, кто репрессии эти, в общем-то, и совершал. Поэтому однозначно к этому подходить вот так нельзя. Но важно одно, что мы должны помнить, если в Москве установлен этот камень, то я думаю, что и мы должны где-то установить, не в лесу темном,
а где-то, ну вот у нас можно установить на улице Советской, где бывший магазин «Спектр», там просто камень, который Это где магазин напоминал, «Спектр»? Где это? Какие улицы? Советская рядом с какими улицами? Советская и улица, как там, пересечение Советской, напротив Саранстройзаказчик, там большая Демократическая площадь. Вот там можно было установить памятник, не памятник, хотя бы памятный знак, камень, который бы увековечивал, чтобы мы помнили, что это история наша, жертвам политических всех репрессий. Они не только были политические. Это мы считаем, что они политические, они были и экономические. Ну как это, в колхозы сгоняли непокорных там и прочее, отсылали во всякие, и в Казахстан, и чуть ли не в Мурманск. Это же не политика, это уже было чисто экономическое. Валерий Николаевич, в том числе они были, конечно, и националистические, когда были национальные депортации. Ну, национальные депортации, тут мы с вами можем поспорить насчет национальных депортаций. И я до сих пор могу твердо сказать его открыто, и не боясь никого. Что такое национальная депортация? Например, крымские татары. Почему замалчиваем о том, что во время Великой Отечественной войны они поголовно все вступали в карательные фашистские батальоны? Это сталинская статистика, сталинская лживая. Но можем ли мы ей доверять? Почему мы не можем ей доверять? А крымские татары сейчас очень настроены враждебно довольно-таки к России. Я там был, я видел, я не раз и не два с ними там сталкивался. Если это говорят на бытовом уровне, то я этому не верю. Как это понять, если дивизию целую формируют, карательную дивизию формируют из крымских татар, которая начинает уничтожать всех подряд? Это как? Это вы про современность? Почему современность? Я говорил, Великая Отечественная война. Или сейчас они то же самое, крымские татары. Пожалуйста, Меджлис у них там, который выступает против России, поддерживают и сепаратистские настроения, поддерживают, извините меня, всевозможные эти террористические организации. Валерий Николаевич, вот я считаю так, что, может я ошибаюсь, что все-таки преследование уголовное, государственное должно быть не по анкетному признаку, принадлежишь ли какой-то национальности, казак ты, или крымский татарин, или ты там еврей, или ты там буржуазии относишься, а за конкретные личные преступления. Потому что если мы начнем сомневаться, начнем одобрять меры такого принудительного репрессивного характера по отношению к людям всех представителей крымских татар, допустим, даже если среди них высокий процент, даже если вы говорите почти большинство переходит на сторону врага, то вот это меньшинство-то мы за что наказываем? Только за то, что он по национальному... Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим, что вот существуют заговоры, и с заговорами нужно бороться, здесь очень важная проблема, чтобы общество отличало, чей заговор более опасен. Заговоры внутри общества множественные, или тот заговор, который борется с заговорами. Потому что бывает так, что эти заговоры внутри общества являются просто нормой, и в демократических обществах называется многопартийность, когда разные части общества по-разному ведут общество к добру, как сказать, к прогрессу, как они это представляют. То есть здесь мы не сойдемся, я вообще противник поиска заговоров и репрессивного отношения к ним. Я считаю, нужны личные преступления, только те заговоры опасные, которые экстремистские, которые оправдывают терроризм, насилие и так далее. Вот еще я недавно прочитал статью, которая говорит, что от репрессий у нас пострадало, если посмотреть, семей почти столько же, сколько от войны, потому что коллективизация, раскулачивание, миллионы, искусственный голод, трудовые статьи, чуть ли там не больше 10 миллионов, и репрессии против национальностей, против разных групп таких анкетных, но большинство людей в стране скрывают от того, что у них в семьях были репрессированы. Вот лично у меня по отцовской линии дед был раскулачен, вся семья деда была депортирована, из села имущество отобрано, по материнской линии сестра прадеда защищала церковь в селе Атяшево, за это была арестована, за то, что активно высказывалась. До сих пор эта церковь красиво деревянно стоит.
Ее сослали в Среднюю Азию. А вот у вас в семье как репрессии коснулись? Вы сразу же задали мне, Владимир, несколько вопросов. Да, давайте. Первый вопрос. Насчет сталинских репрессий. Когда вы имеете в виду, целые народы были. Да, я это не сказал, что я это одобряю. Я это не одобряю. И целиком стою на позиции такой, что надо было разбираться. Но нельзя замалчивать эти факты. Они были и есть. Понимаете? Они были. Из истории. История не требует сослагательного не приемлет сослагательного наполовину. А если бы или как? Вот был этот факт, мы его не должны замалчивать. Не должны ни в коем разе. Да. Иначе история повторится. И повторится она в более жутком масштабе. И в более серьезном. Не забудьте, Валерий Николаевич, тогда надо говорить так. Есть факт, что были окраинные народы, которые плохо относились к России, которые хотели отсоединиться. Тогда надо говорить, а почему эта ненависть возникла? Разве не было в конце 19 века геноцида против этих народов? Разве не было притеснений по национальному признаку в Российской империи? Было? Тогда надо говорить, вот было такое отношение российского народа. Это пришло к тому, что через 50 лет они плохо относились, и даже запутавшись, часть из них, даже, вы говорите, большая, перешла на сторону Гитлера, потому что они уже из-за своей ненависти подумали, что Гитлер даже меньше враг, чем... Тогда давайте вот в полности, что мы плохо к ним относились, они нас возненавидели, они перешли на сторону Гитлера. Тогда и на себя брать вину, а не только сваливать на... Отвечаю на те вопросы, Я которые молчу. вы первые. Говорите, да. Теперь, второй вы мне вопрос, если вы задаете вопрос мне о том, что как сталинские репрессии, вот эти люди, да, я еще раз подтверждаю это и говорю. Нужно было проводить репрессии против тех людей, которые именно участвовали. Ну, а если этих людей было слишком много, то как? Я не верю, Как что было вы? слишком много. Не верите? Ну, историю поднимите. Сталин врал в статистике, постоянно врал. Я не думаю, что Сталин врал в статистике. Он просто потому что ненавидел и чеченцев, я не оправдываю и своих. Сталина, но нельзя. Потому что он жил в тоже. Кавказе. Владимир, Извините, я вас вы перебиваю постоянно. меня перебиваете, я вам еще раз говорю. Да. В истории не требуется сослагательного наклонения, не приемлет. И какой бы он человек не был, Сталин, не забудьте одно выражение. Я его не оправдываю ни в чем. Но выражение такое. Это сказал Уинстон Черчилль, герцог Мальборо. Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. А почему об этом все молчат? Это ему приписывают, Валерий Николаевич. Нет, это было выражение, я уже находил. Теперь, Сталин действительно принял, он стал генеральным секретарем в 22 году. После 24 года, если бы он страну пытался направить и направлял на те рельсы, которые были определены в программе партии. Вот эти все, как говорят там, Зиновьев, Каменев, Троцкий и так далее, тому подобные, они все время шатались и тащили страну в разные стороны. И что бы с этой страны? Зиновьев, Свердлов и Троцкий, они вообще не видели России. Они не лучше были Сталину, я согласен. Да. Они не видели ее Россию. Сталин тоже был не русский, но он, тем не менее, Россию сплотил. Он, тем не менее, а вы уверены, что вообще бы была Россия, если бы не было Сталина? Я его не осуждаю, не подумаю, не оправдываю. Но мы должны объективно смотреть на эти вещи. Объективно. Да, был голод, что только не было. А вы уверены, что была бы Россия? Ее бы расчленили. Я вот уверен, чтобы ее расчленили, потому что она была до такой степени слабая, до такой степени не могла себя защитить, чтобы ее не было. И нас бы с вами не было. А кто бы расчленил? Почему не ради? Англия высаживала войска, экспедиционный корпус высаживала. Европа, немцы, те же немцы. А мы были союзниками по Первой мировой войне, поэтому они... Антанта, имеется в виду. Но после Антанты-то они все во время гражданской войны, это же Антанта, наши союзники, они пусть начали экспедиционные корпуса высаживать. А Япония? Япония одна, чтобы только не было бы Дальнего Востока.
Поэтому, если мы говорим о личности Сталина, она весьма и весьма противоречивая, она весьма и весьма загадочная личность. Но мы говорим о том, что это был человек. И это с весов истории списывать нельзя. Репрессии, да, жуткие репрессии. И моя семья пострадала. Они были. Страшно подумать об этом. Теперь вопрос о том, сколько миллионов пострадало. Я не верю в эти миллионы. Потому что, ну, максимум, я думаю, вот статистика свидетельствует о том, что было расстреляно где-то, ну до 2, 1,5 где-то миллиона. Хотя это страшная цифра. Расстреляно, да, несколько миллионов. А вот репрессировано, да, ну, может быть, где-то 8, 7-8, ну, до 10 миллионов репрессировано. Это да. Тут я с вами согласен. Были. Но ведь и снова же, путем вот эти репрессии, они были направлены на то, чтобы поднять народное хозяйство. Мы тоже об этом забываем. Хотя это страшные цифры. Это люди, которые гибли на этих каналах, на этих экибастусах и всевозможных стройках. Это первое. А теперь вот отвечаю, возвращаясь, делая ракурс вниз, к первым вашим вопросам. Хочу вам задать вопрос, один, Володя. До какого времени в Бахчисарае существовал рабовладельческий рынок? Не знаю. Не знаете? Это какая страна? Турция? Бахчисарай? Да. Да вы что? Нет. Бахчисарай — это Крым. Ага. Бахчисарай до середины почти 19 века рабовладельчество было. Продавали наших славян. Набеги совершали горцы, я не говорю кто, и продавали, там был огромный невольничий рынок. Там продавали детей, маленьких девочек в гаремы. Неужели Россия могла с этим смириться? А крепостное право — это разве не рабство, когда семьи разлучали мужей? А что вы знаете о крепостном праве? Это тоже рабство. Оно было отменено в Отдельные, 1861 да, отдельные были проявления. Отдельные были проявления в крепостном праве. Всякое было. Но это же было не рабство. Вы изучите, пожалуйста, вопрос крепостного права, потому что человек при крепостном праве имел права, и он эти права защищал. Но мы с вами-то не об этом говорим, а мы говорим о том, что невольничьи рынки до середины 19 века существовали в Бахчисарае. Вот почему туда пошли войска, то есть и не только в Крым, а и выше. Когда Потемкин завоевал, он тоже мирно существовал с Крымом. В смысле, имперские войска туда пошли, чтобы спасти народ Крыма от рабства? Да, нет, вы хотите сказать? Нет, я хочу сказать, что прекратить вот эти набеги, разграбления, вот туда войска. Порядок установить, да? В Крым зашли войска еще при Потемкине. Мы в Крым отвоевали при Потемкине. Султан-Гирей и прочее разбили. Но и все равно даже после этого там существовали невольничьи рынки. Об этом говорят. А вот когда Ермолов за эту черту закрыл, тогда уже действительно мы прекратили набеги на территорию России. Это благородно. Рабством надо бороться, я согласен. Если само общество не может, нужно со стороны ему помочь. Тогда вот эти люди, которые не могли жить без этого, они, естественно, врагами становятся России на все времена. Ну, в ответ. Может быть, это мое частное мнение. Но, наверное, перегибали палку, раз через 50 лет, как вы говорите, большинство крымских татар против страны. Значит, перегибали палку. Ну, вы же видите, что они, выступления. Вот, пожалуйста, когда в Крым проголосовало население просто войти в состав России, хотя Крым — это исконно территория, там каждый клочок земли полит русской кровью, то кто поднялся в первую очередь против этого? Ответьте мне. Это везде видно было. И проголосовал кто? Меджлис. И население. То население, о котором мы с вами говорим.
спорить не буду, а то мы здесь далеко уйдем. Продолжайте. Ну, я слушаю ваш вопрос следующий. И вот, пожалуйста, поделитесь по поводу вашей семьи. Ну, Если- моя семья, насколько я вот знаю из истории, когда запросы делал в архивы, была раскулачена бабушка, но она была очень умным человеком. Она сразу же посылает всех своих сыновей, у нее было 2 сына и дочь. Она посылает учиться сыновей отца моего старшего Ивана, который погиб во время Великой Отечественной войны, он пропал без вести. Посылает в военное училище, отца моего в Москву в финансовый институт, а в Ростов мою тетку пожелает. Все уже покойны, естественно, в педагогический институт. Тем самым она сохранила. Но все у нее было отнято. Все. А дед мой ушел по справке комбеда казачьего, Владикавказского. Значит, он ушел с остатками войск белых, там, калединских войск, мало. Ушел куда-то за границу, больше я не знаю о нем ничего. У него была такая точка зрения? Ну, как развивать страну? когда я спрашивал о Владикавказе о своем роде, то большинство мне отвечало, что практически разгромлены все. Ну, там, наверное, во Владикавказе, Республика Ладья, там нет ни одного рода казачьего не пострадавшего. Там, ну, даже не нет, а я 100% могу утверждать, что все пострадали. Все. Как там, кого расстреляли, кого там посадили, кого сослали куда-то. Но все там были пострадавшие. Потому что Терское казачество небольшое было, поэтому оно понесло самые жесточайшие потери. То есть исторический вывод мы должны сделать такой, что чтобы не было гражданской войны и смертоубийства, тем более братоубийственной вот этой гражданской войны, нужно все вопросы решать. Для этого существует, человечество изобрело парламент. А так как большевиков было в стране меньшинство, хотя в столицах было за них большинство, они решили, зачем мы будем с этой страной считаться, если мы сейчас все насильно захватим. То есть урок мы должны сделать, что поэтому, чтобы не было столкновений белых, красных, либералов, буржуазии, там, эсеров, трудовых, нужно все решать в парламенте. И консенсус находить через голосование. Тогда будет мирно, не будет крови. А вот скажите, как вы относитесь к тому, когда после Великой Отечественной войны миллионы людей, которые попали в плен в германский, в основном, почему они попали? Из-за того, что руководство было необученным, потому что десятки тысяч офицеров советских даже были репрессированы Сталиным. Из-за этого миллионы людей попали в плен по вине сталинской государственной политики, военной в частности политики. И единственная страна, из таких развитых, в которой пленных назначают, делают врагами народа, их семьи, Сталин принял решение, что те, кто сдается в плен, их семьи арестовываются, лишаются имущества. В других странах, в Англии, Франции, и пленные вернулись домой, их наградили, они стали героями войны, их наградили орденами. А у нас миллионы людей направили в лагеря, они там в стройках, в невыносимых условиях частично умирали, а потом до конца жизни в деревнях, в городах жили, скрывали, никому не рассказывали, кем они были, потому что они стыдились, что они по вине Сталина попали в плен. Как вы относитесь? Вообще, вот этот вопрос, он несколько высумбурно его поставил. Да. Во-первых, семьи не были репрессированы этих людей, которые пленные были. Я еще не знаю ни одну семью, которая была бы репрессирована. Да, люди, многие, большинство людей было репрессировано. Но вы разве знаете, как они сдавались? Когда я читаю статистику, даже современную статистику, и читаю вот эти воспоминания, сдавались дивизиями в плен. Дивизии, а дивизии были построены, сформированы по национальному признаку. Представляете? Период войны по национальному признаку. И вот эти дивизии сдавались, латышская дивизия, литовская. А русских как сдалось? Когда дивизиями танковыми прорезают из-за бездарного руководства сталинского и миллионы. Так что почему бездарное руководство много в плен попало? Почему бездарное руководство сталинское? Я здесь могу с вами совершенно не согласиться. Может, вы лучше разбираетесь, там были гениальные люди, как Жуков. Там были люди, которые, Василевский, Рокоссовский, те люди, которые уже были в командных должностях.
Другое дело, мы не сумели. Да, здесь, конечно, вина Сталина, вина вот этих Буденных, Ворошиловых. Мы не сумели должным образом подготовиться к этой войне. Нам не дали к ней подготовиться. Но, вот вам один маленький пример. Адмирал Октябрьский. Вы знаете, когда он привел все свои корабли, весь флот, в состоянии боевой готовности, и в первые дни войны наш флот не был, ни одного корабля не потопили, зато сшибали огромное количество немецких самолетов. Круто. И кораблей топили то же самое. Значит, все-таки у нас были гениальные, хорошие полководцы. Флот у нас был сильный. Другое дело, каждый солдат, если он взял винтовку, присягнул, присягу сделал на верность Родине, он должен воевать, а не бежать по кадрам. Смотрите, бросают винтовки и в плен идут. И уже радуются. Да, показывают, многие воевали, многие раненые были и прочее, да. Но большинство в первые дни сдавались. Почему сдавались? А мне все равно, где работать. На немца работать или на этого, на наше государство работать. После лет сплошной коллективизации, после... Вы, Владимир, хотите меня подвести к той черте и сами пытаетесь сказать, что все было плохо, все было плохо. Тогда я вам еще раз спрошу, а сейчас все хорошо? Ну, эта программа посвящена тому, чтобы не повторять вот то плохое. Вот я вам еще раз говорю, на этом историю внимание. Нельзя делить. Вот она была или сослагательное наклонение, а вдруг бы было вот так. История так не бывает. История вот она есть. Я хочу, заканчивая все это, сказать, что мы должны помнить об этом. Все помнить об этом. Еще раз подчеркиваю, этим людям надо поставить в центре или где-то памятник, чтобы мы подходили и помнили об этих жутких временах, о том времени, которое было. Но мы должны объективно смотреть на многие вещи. Очень объективно. Не рубя голову вот так, вот здесь так, а если бы было вот так, а если бы было вот так. Нет, историю не повторишь. История, она вот прошла, она и есть. Вот она, 90-е годы. У нас больше погибло людей, уничтожено было в союзных этих республиках наших. Пропало без вести, чем за всю коллективизацию, за все эти периоды. Мы об этом не говорим. Почему не говорим? Государство фактически бросило население во всех этих республиках. Бросило. У меня у самого брат генерал, двоюродный брат мой генерал, который сбежал из Казахстана, потому что его выселили русский человек. Если уж потом, если мы говорим о таких вопросах, давайте уже правду смотреть в глаза. Тетка у меня, доктор наук, академик, так ее заставили в Алмата, заставили уйти с должности. Дядька ректор был лесной академии, лесного института, заставили уйти с должности в угоду другим людям. Я не национальный, не разжигай национальную вражду, но... Это было как раз национальное притеснение по отношению к вашим родным. Это не осуждать надо обязательно. Почему я должен осуждать, если наше государство это не осуждает? Я просто на бытовом уровне говорю, что так нельзя делать. Так нельзя делать. Почему-то всегда, как тяжело становится, все прячутся за Россию. И не дай Боже, какие-то сейчас военные действия или какие-то будут. Все спрячутся за Россию, помощь России. Россия, как всегда, щитом пойдет. Как всегда, щитом. Это разве правильно? Валерий Николаевич, как вы относитесь к тому, чтобы ежегодно проводилось в Мордовии, как и во многих регионах нашей страны, поминальное мероприятие? И даже вот мое желание, как бы я не настаиваю, но у меня просьба, что Владимир Дмитриевич Волков выступал бы с словами соболезнования. А что значит памятные мероприятия? Они проводятся. В день жертв политических репрессий во всех церквях проводятся.
на республиканском уровне, как представитель, он избранный обществом Мордовии, и он от имени общества выражает соболезнования части общества, который в этом пострадал. Вы бы приветствовали, если бы услышали? Я думаю, что это не надо делать. Есть моменты, которые в жизни, которые нельзя забывать, но и выпячивать тоже нельзя. Если будет у нас этот вот знак стоять, то руководители республики, те люди, которые придут и просто поклонятся, всегда помнить будут. Вот это моя точка зрения. Я, наверное, с экстремистских точек зрения не смотрю, что обязательно нужно там покаяние, что обязательно нужно каяться и говорить так и так. Это было. Это было. Хорошо бы, чтобы это никогда не повторилось. Валерий Николаевич, я с вами согласен. Около Советской улицы и на перекрестке с Большевистской там стоит памятник жертвам Первой мировой войны. Недалеко от этого памятник. Там нет жертвам Первой мировой войны. Участникам? Там просто солдат стоит. Это. Солдат. Но символизирует... Участникам, те, кто... Да, мы кланяемся этому памятнику 1 сентября всегда. Кроме того, мемориальный комплекс вот, тем, кто участвовал и защищал нашу страну в Великой Отечественной войне, немного подальше, кто участвовал в войне в Афганистане, выполнял, как сказать, государственный интернациональный долг, хотя я и противник этой войны, но тем не менее они защищали Родину, так как они представляли. А там, где стояла гостиница «Центральная», где сейчас дворец бракосочетания, там была Владимирская церковь, а ее, оказывается, ее снесли в начале 20 века большевики. Ее, оказывается, построили в 1817-м в память погибшим в войне с Наполеоном. То есть это место вообще такое памятное. Если бы как раз вот в этом районе, около, на этой улице Советской, около Советской площади поставить памятник, вот как вы сказали, это как раз место очень такое было бы... Нет, я думаю, там не надо памятник ставить. Ну вы же говорите, этот памятник, около... да, туда вышел можно не памятник, а... И памятник-то не надо этот ставить. Нужно просто поставить камень хороший, гранитный, из темного граница, на котором выбить всем жертвам политических репрессий. И все, больше ничего не надо. И люди будут приходить, класть цветы, и люди будут помнить. А выпячивать вот эти вот вещи, я еще раз говорю, что есть факты, которые... Надо помнить всегда, надо знать о них, всем людям надо знать. Но вот выпячивать их, ну, не очень хорошая черта, потому что вы понимаете, что вот подхватывают вот этот факт во всех средствах массовой информации, Запад подхватывает и ставит нам в вину, хотя у них-то намного больше всего. Да, понимаете? Конечно, и уничтожение и давайте так мы говорим. Негров. Вот те люди, которые участвовали в жертвах этих репрессивных, они тоже ведь все были уничтожены. Да, они выполняли чужую волю, многие были садистами, многие были недалекие люди, но ведь и пострадали-то умнейшие люди. Из той же когорты умнейшие люди, тот же Судоплатов. Кто он? Участник репрессий, что ли? Никакого отношения не имел. Ну, имел, частично. По его даже признаниям, воспоминаниям он участвовал. В чем? Никогда. Он отвечал за террор, за уничтожение за рубежом тех людей. Народа, как он так понимал. Против нас такая же война была террористическая развязана. Вы об этом не забывайте. Тоже. И против нас. Мы отвечаем тем же. Хорошо, что в то время отвечали, а вот сейчас мы на это дело слабо отвечаем. А государство должно отвечать. Я все-таки, я могу ошибаться, но я считаю, надо отвечать не как Судоплатов, убивая людей, кого государство признает врагами народа. Надо все-таки как-то интеллектуально, или экономически, или гуманно, или вот сплачивая общество на каких-то ценностях, а не в таком тупом убийстве. У меня последний к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы на месте вот массового захоронения у ручья Эрефлей, как он по-рязански называется, Богоявленский родник, вернемся к началу интервью, где ваш рыбак знакомый рыбачил. Он мне не был знаком, он просто был... познакомились вот случайно. Он показал на это место, теперь
Там и Министерство внутренних дел Мордовии признало, что именно в этом месте захоронены репрессированные, поставил памятник. И церковь поставила часовню, признав, что в этом месте находятся репрессированные. И сотрудники прокуратуры, в частности Тимошкин, жертвы, виноват. И в целом общественность и поисковики, историки признали, что здесь находятся репрессированные. Там 7 ям, около 700 останков тел, в том числе, видимо, большинство репрессированных. Возможно, там кто-то есть и другие, но большинство, видимо, все слои общества Мордовии признали, что нужно ли там, вот мы считаем, возвести мемориальный комплекс, увековечивающий их память. Я думаю, не нужно. Вы все, Володя, вы какие-то все монументальные вещи хотите сделать. Вот там чуть ли не комплекс, ничего. Я вам еще раз говорю свою точку зрения, не только свою точку зрения. Завершаем, а то конец батарейки. Да. Не только свою точку зрения. Это нужно помнить, это нужно знать. Но есть факты, которые не обязательно выпячивать в этой жизни. И все время спекулировать на них. Были они, мы должны это помнить, мы должны это знать. Вот если будет у нас знак, тот знак, его будет достаточно, чтобы мы все помнили, пришли с цветами, со свечкой, поклонились и помнили об этом. Вот этим я хочу закончить. Валерий Николаевич Пальчиков. Спасибо вам большое.